Так, бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Я приветствую всех. Добрый вечер. Так, тут первый вопрос. Кавказ. Анзор, Зареме, вдове Анзора, которая проживает в городе Вена, нужна информационная помощь. Я читал, а также имею информацию насчет этих событий, и я даже особо не удивлен этим, что они сейчас делают, эти, как мы их называем, кадыровцы. Они взяли в заложники родственников вдовы Анзора. Ее зовут Зарема, она проживает в городе Вена. Так вот, я в первую очередь хотел бы сказать нашей сестре Зареме. Зарем, я скажу это на чеченском или на русском. Зарем, тходол шдон, авежли дон. Мы есть, мы твои братья. Если понадобится от нас помощь, нас много, и мы будем рады помочь тебе. То есть ты можешь даже к любому из нас, чеченцев, обратиться, и мы будем рады тебе помочь. И как тут Кавказ пишет, мне хотелось бы вот именно про этот случай еще сказать, Зарем. Мы все прекрасно знаем, кто они и на что они готовы. И мы знаем их уровень, их методы, их грязные методы. Поэтому на что более они на большое способны, эти предатели, эти варвары, лицемеры, мунафики. Иомшим лило дуцар, шейт сите макиди бош хамилшим дуцар. Вот. Алхум короче двух модарача. Просто, ладно, убили Анзора, Далдех, Алвойли, пусть Аллах помилует его и простит ему все его грехи. Вот. Но теперь они стали оказывать давление на ее жену, вдову. Вот. И пытается даже, я слышал, что пытается, чтобы родственники надавили на нее, оказали другое давление, и чтобы они же, родственники, оклеветали ее, получается так, говорили плохие вещи в ее адрес. Вот. То есть оказывает это давление на родственников. Так что, Зарем, сестра, держись, мы есть, как я говорил и говорил тебе ранее. Где бы мы ни находились, мы будем рады помочь тебе, иншаллах. Все в руках Аллаха, и все изменится, и эти предатели, эти лицемеры, мунафики ответят в один прекрасный день. Это долго продолжаться не будет, иншаллах. Жуак Далдизер Дуцар. И что мы Зарем? Да, Аллах то боль, Аллах то боль. Аллах шаю. Вот. Анзор, есть ли у тебя желание работать переводчиком? Каких языков? Ну, я знаю несколько языков. Я не успею даже. У меня своих делов хватает.
Секунду. Меланхолик, валикум салам, брат. Пожалуйста, расскажи про разногласия между Гилаевым и Бараевым. Я ни про какие разногласия тех времен говорить не буду, потому что это прошлое, это уже история. И если в то время были какие-то разногласия, то их сейчас и в будущем не должно быть. То есть это были наши ошибки. Гилаев прошел свой путь, и Бараев то же самое прошел свой путь, и они были убиты российскими оккупантами. Вот. Что больше я могу сейчас добавить? То есть они стояли на этом пути, не смирились, не стали предателями, а прошли свой путь. Так что я ворошить прошлое сейчас не буду даже говорить про наши ошибки. То есть публично, принципиально не буду. Это я раньше в эфире тоже говорил. Даже если эти ошибки были, то ворошить это я не собираюсь. Кавказ, Анзор, Баркала, Зазарему. Я разговаривал с ней и спросил, что происходит. Там она мне рассказала полностью. И мы уже на эту тему уже поговорили. Просто мне в очередной раз хотелось сказать в эфире, что напомнить, что мы есть все чеченцы. Мы ее поддерживаем и будем поддерживать. Анзора далде калвэль. Анзор цакамил шхарласа. Шечун тирца волша чахкамейрари далде калвэль. Путник пути, иншаллах, иншаллах. Кстати, Кавказ, сейчас секунду. Анзор видел в Фейсбуке обращение к Рубате Аллы Дудаевой. Да, я видел. Очень красиво, очень сдержанно обратилась наша уважаемая Алла Рейсхольцена. Дикейрацу хорошо сказала. И в адрес всех сдержанно, как надо, как следует. И еще раз я хочу сказать, дополнить, что, поддерживая все ее слова в этом обращении, мы общаемся с семьей Джохара Дудаева, нашего лидера, а также общаемся и с другими сыновьями, семьями. Вот. У нас очень хорошие отношения. Аллах рейсху, Шадак Дейр Караду, Даун Гушаду, Аллах видит все. Это их методы, это методы лицемеров, их грязные методы. Клеветать, брать деньги и отрабатывать эти деньги. Они будут говорить все, что угодно, всякую ложь, всякие небылицы там придумать. Главное, чтобы отработать эти деньги. Хорошо, что сегодня люди сняли свои маски. Они их сняли. И те люди, которые становятся рядом с этими лицемерами, я
абсолютно никаких контактов не хочу иметь. İman, İslam, zarimina, daga, dotşah, bu ценности. Der bu short bon, taqa hinsa veня beşe, zungena bats şu, zungdist hulşe, uma üyeşi hoşe, helçe çoğu dikirdir, tom ладно gena der teqaça boldusa, ama işah Тадахка ца проблемец абсолютно делается. Тадахка, что у тебя улядал человек, а лодерсон ишь всех уешахош, на остал уешихош, хельч чудикарду. Анзор, степной заяц, убежал с Турции. Да, я читал об этом. Но я вернусь к этому. Валейкум салам. Аллах нохчи вежи бу иншаллах, иншаллах. Хилла бу, хира бу, да мула. Валейкум салам. Алмаз Джапарбеков, алейкум салам, брат. Анзор, как поживаешь? Алхамдулилlah, все хорошо. Рад снова видеть в эфире. А что Люля делал в Турции? Не знаешь, Хасан Халитов вроде звонил охраннику Люлябскому. Ну, не знаю, там поехал, наверное, Люля кебаб кушать. Не знаю. Никого он там не искал. Да, я видел эту видеозапись, где Хасан Халитов пытался дозвониться, встретиться. Вот. Умар Адаев, алейкум салам. Скажи, Анзор, нападение на Дагестан готовилось ведь задолго до 99-го года на территории Сержинюрта. Были лагеря, разве нет? Я очень хорошо выскажусь насчет этой темы, чуть-чуть только подожди, обязательно. У меня есть кое-какие недовольства насчет этого. Хамзат, валейкум салам, как ты относишься к мнению, что ваш отец в 98-99 годы перестал контролировать ситуацию в Ичкерии? Ну, представьте себе, если против Ичкерии, против чеченского народа, чеченского руководства работали такие спецслужбы, у которых есть огромный опыт в развязывании войн, стравливании народов, то есть это НКВД, это КГБ, ФСБ, ФСК. Вот, и эти спецслужбы, этот враг чеченского народа, самый безбожный враг, самый такой варвар, у кого нет более грязнее методов. Это российские оккупанты, их спецслужбы. То есть мы столкнулись с таким государством, с Россией, которое использует эти методы. Поэтому наша проблема в том, что мы не смогли противостоять этим спецслужбам. Не смогли. Вот. Нас никто не поддерживал ни в чем.
Ни в чем. Ни соседние государства, ни большие государства, никто. То есть нам пришлось воевать лицом к лицу, без какой-либо помощи. Поэтому будь там другой лидер или другая фамилия, ситуация была бы та же самая. Может быть, еще хуже даже. Мы сделали все, что мы смогли сделать. То есть всеми способами, методами пытались избежать Второй российско-чеченской войны. Но не смогли. Кавказ, Анзор, самое главное, что она сказала, то есть Алла сказала, что отвечать будут перед Аллахом и судом, если, иншаллах, Ичкерию освободим. Иншаллах, Адыдуорду, придет этот день. И я не понимаю таких людей, которые не боятся Всевышнего и вот так берут у кого-то деньги, как я ранее сказал, чтобы их отработать, клеветать на других, стать лицемером, мунафиком, работать на врага чеченского народа. И суд будет, иншаллах, суд Ичкерии будет. И самое главное будет суд Всевышнего. Вот. Перед Всевышним будет тяжело таким людям отвечать за свои деяния. Ответят, иншаллах. Так, иншаллах. Кстати, да, сейчас я отвечу на этот вопрос. Даже не вопрос, а сообщение. Сейчас, секунду. Тут уже несколько вопросов на эту тему. Так, но сначала я... Айса, Мусаев, Маршвол, ты где пропадаешь? Давно тебя не видно. Надеюсь, у тебя все хорошо, иншаллах. Я отвечу на твое сообщение сейчас вот тут. Так, твоя я, Арцуев, мало того, что со всеми переругался, так он еще и старые вырезки стал делать с Удуговым. И тут Майс пишет: Анзор, как ты относишься к гамбургскому Аслану? То есть одна тема. Знаете, сегодня я скажу вот так. Я тоже видел эти вырезки. Там было пару вырезок про Удугова, про Дагестан, еще там про события времен Ичкерии. И я лишь сначала скажу такое. Почему он, Арцуев, выставляет именно то, что выставляет российская пропаганда и пропаганда Кадырова, ЧГТРК, я про них говорю. То есть все это совпадает. И сейчас мне пришлось вот так, это уже прямо сказать: Арцуев, ты что делаешь? У нас сейчас много вопросов будет. Ты кто? Ты откуда взялся? Ты что сейчас делаешь? Ты почему стравливаешь людей сейчас? Это
это то, что Россия или там Кадыров пытается нас упрекнуть, чеченскую сторону. Что вот мы, Дагестан пошли, чеченцы пошли, и ты то же самое выставляешь. Ты же прекрасно знаешь, кто стоял за этим. Ты ставишь ссылки с «Коммерсанта» там, или с других российских источников. К примеру, я сегодня избегаю такие темы про Удугова, там, про Эмират Кавказ, про Дагестан и так далее. Просто даже не хочу об этом говорить. И события в Дагестане, тут сейчас недавно вопрос задавали, весь этот спектакль, в этом невиновны чеченцы, невиновны. Это было организовано в Кремле, это нам навязали. Там был Багаудин, там был Хачилаев, и туда в качестве добровольца пошел и Басаев. Да, конечно, я винил когда-то Басаева, сейчас его нет в живых, поэтому я просто промолчу про это, что он туда пошел. Не надо было туда идти, конечно. Потому что изначально было видно, что это была провокация. И да, действительно, Масхадов обращался и к Басаеву, и кто туда пошел, чтобы они немедленно вернулись и так далее. То есть Масхадов был против, наше руководство было против этого. А Басаев был, и он являлся чеченцем, никакой пост он не занимал, ни в правительстве, не было и в вооруженных силах, пошел в качестве добровольца. И поэтому, когда ты сейчас выставил это, у меня возникли вопросы. Почему ты это выставляешь? И выставляешь то, что выставляют в России или там Кадыровы. И просто даже я могу предположить, к чему ты идешь, потому что я знаю, как ты там намеками там начал говорить, что, как это помягче бы сказать, выставляя нас радикалами, я скажу, я, может быть, самый радикальный человек среди чеченцев, ну, в том плане, что я никогда не смирюсь с тем, что совершает Россия и что совершала Россия по отношению к чеченскому народу. Но я буду призывать до конца чеченцев, чтобы были подальше от таких провокаций, и не давали никакого повода этим пропагандистам, чтобы нас где-то в чем-то упрекнуть. То есть радикально в том плане, что я не смирюсь ни с чем. Я не призываю никого к войне, к революции и так далее. И поэтому, а также я вижу твою деятельность по стравливанию людей и по твоим ярлыкам, которые ты вешаешь, ваххабята, там, как ты это говоришь, я не знаю даже, не буду озвучивать. И сегодня я делаю выводы, кто зачем стоит и какие у кого цели. Вот. И сам Мусаев, Анзор Кадыров пролетал над площадью в Осло. Он не смог катапультироваться, поэтому и пролетел над Осло. И сам Мусаев, он почему-то полетел туда, в Турцию, именно в то место, где, как они там говорят, отдыхают. Там Наташи и так далее. Ну, ты понял. Вот.
Я его звал сюда и даже говорил прямо: если ты мужчина, то докажи это. Сбежи от своей охраны, там, от своей гвардии, ну, постарайся показать что-то там мужское. А также говорил и Хамбиеву. Сроки даже давал. И, как ты говоришь, видимо, он пролетел, или там дверь не открывалась, чтобы спрыгнуть с парашютом. Полетел туда и начал там съемки какие-то делать, призывать там кого-то, что вот, я никого тут не нахожу. Да тебя же позвали, тебе же, ну, скажем так, адрес давали. Приезжай, если ты мужчина. Зудržim, ko će se bući cega. Казах, валикум салам, брат. Как ваш отец относился к казахам? Слышал, что ваш отец хотел приехать на празднование Дня столицы в Казахстан, но власти Казахстана не захотели портить отношения с Россией. Ну, насчет приезда сейчас я не помню детали, но, конечно же, тепло, по-братски относился, он относился ко всем людям вот так. И тем более это была его вторая родина. И очень хорошие отношения были с казахами. Я бы сам хотел бы посетить сегодня те места, где родился, вырос мой отец, мать. Они там родились, в Казахстане. Мухаммад Хасан. Анзор, как наказывали предателей в Ичкерийской Чечне. Как наказывали? Мы лучше поговорим, как будут наказывать. Иншаллах, этот суд будет. Именно суд, а вот не так, не кровные мести. Я хочу, чтобы людей, вот этих предателей, этих мунафиков судили. Чтобы все прошли через суд. И как говорили наши лидеры, которые погибли в войне, воюя против оккупантов, они тоже самое говорили, что будет суд, что не будет того 96-го года, когда мы, скажем, многих даже простили. Таких ошибок не будет. Все пройдут через суд, иншаллах. И поэтому пускай каждый из этих мунафиков, этих предателей, пускай всегда помнит, что придет тот день, когда не будет Путина, рухнет их карточный домик, вот, этот лопнет пузырь, вот, мыльный пузырь, и их будут судить за все, что они сделали. За истязание чеченского народа, за дергание родственников, мирных жителей, стариков, женщин, за все их пытки, убийства. Иншаллах, этот суд будет. Иншаллах. Как найти? За что исключаете временно из чата?
я и тебя, Анзор, и Аслана упрекал и упрекаю за то, что вы оба из-за уязвленной гордости не идете на примирение. Вы оба в этом плане имеете минусы. Я в своих минусах не вижу. Я говорю то, что я вижу. Если ты этого не умеешь делать, отойди в сторону и не делай это. Не надо ломать дров. Не надо брать в руки этот топор и ломать эти дрова. Хватит, наломали. А инца угаться либо шьюствовали, а ты Дагестан шият швар. Так что меня упрекать не за что. Если у тебя есть еще какие-то вообще вопросы, то спроси, я на любой вопрос твой вопрос отвечу. Иса Мусаев, спасибо, брат, алхамдулилlah, алхамдулилlah, все хорошо, я рад тебя видеть, отличный дресс-код на стальном фоне, ты в хорошем драйве. Рад слышать, Иса, не пропадай. Чечен, Анзор, ты хочешь быть президентом Ичкерии и вести наше государство, как твой отец? Я не бегу за властью, славой или за чем-либо еще. Я исполняю свой долг, гражданский долг, а также работаю и никогда не останавливался в течение этих 20 лет и делаю то, что мне говорил мой президент. Я никогда не останавливался. Где-то какой-то период я делал не на публику что-то, пытался делать, скажем так. И я не бегу за чем-либо. То есть, как я сказал, это мой долг и все. А что будет потом? Все по воле Аллаха. Все по воле Аллаха. Так, Руслан Патриот. Анзор видел видео Басаева, где он говорит, что Кадыров агент ФСБ, и когда захватили здание ФСБ, нашли документы, где говорится, что Кадыров агент ФСБ, его кличка Адам, то есть не ФСБ, а КГБ, в то время. Почему тогда ничего не предприняли? Потому что там есть такое мнение, что если бы с Кадыровым тогда разобрались бы, скажем так, грубо, то было бы очень много недовольных. И получается так, что все его простили за признание. Он, да, действительно, Кадырова вызывали, и ему жестко так сказали, предъявили вот эти факты. И он тогда признался, что да, он действительно работал на КГБ, потому что было такое время, что если ты хочешь пойти учиться в исламский университет, то ты должен обязательно подписать какие-то документы со спецслужбами, то есть в то время КГБ. И поэтому он подписал их. И за это признание его в то время как бы оставили, ничего не сделали. Это так, коротко говоря. Ихбин, валикум салам. Что ты скажешь насчет обвинения в твой адрес и так далее и тому подобное? Я ничего не скажу.
Пускай люди сами это скажут. Вы это прекрасно знаете, и не надо меня как-то провоцировать с этой темой. Вот. Я не хочу сейчас вестись на это. Поэтому я закрыл этот вопрос. Все это лицемерие, эту ложь, эту клевету я отдал Аллаху. Аллах разберется. Иншаллах. Кавказ, Пейтерсу, да. Так, как вы быстро пишете. Анзор, как ты смотришь на мнение Тумсо сделать союз Кавказских республик? В сегодняшней ситуации это будет невозможно. Невозможно. Пока есть влияние России на Кавказе, хоть какое-то влияние, вот, и если мы позволяем, чтобы это влияние было, то нам очень далеко. Мне сложно даже ответить на этот вопрос, верить в это. Если большинство из нас поймут, что нам пора бороться с этим влиянием российским, вот тогда можно чего-то добиться. Союз Кавказских республик и так далее. Ну, к союзу надо стремиться всегда. Как я это и говорю давно, пока не будет единства на Кавказе, у нас будет разгул этих спецслужб России. Они чувствуют себя как дома. Видите их методы, как они запускают вот эти всякие уловки, земельные вопросы, чтобы там стравить друг друга, разные народы на Кавказе. Все это специально делается. Так что сегодня я в союз Кавказских республик не верю. Алмаз. Анзор, когда в 99 году Кадыров перешел на сторону русских, то есть предал, это было для вас и вашего отца сюрпризом? Как восприняло данный факт руководство Ичкерии? Ну, в 99 году, когда он уже открыто снял с себя маску, то наш лидер Аслан Масхадов в то время объявил его врагом чеченского народа, даже не предателем. Он никого не предавал. То есть он действительно снял с себя маску. Он всегда оставался советским и российским. И таким и умер, таким его и убили. Он никого не предал, имеется в виду нас, чеченцев, он был всегда на их стороне. Всеми способами пытался, чтобы мы пошли на его провокации,
чтобы мы, чеченцы, воевали друг против друга, чтобы потом российские войска пришли к нам в качестве миротворцев. То есть это не было сюрпризом. И по этому поводу уже Аслан Масхадов высказывался, и, как я сейчас сказал, он объявил его врагом чеченского народа. Руслан 05. Самая большая ошибка Аслана Масхадова это была в том, что он верил и сделал своими соратниками Кадырова, Ямадаева, Хамбиева и так далее. Ну, слушай, Руслан, а что, у нас кроме этих фамилий, других фамилий нету, например? Я их могу называть и называть, которые не были с Масхадовым, были даже против Масхадова, но перешли на сторону этих предателей, российских оккупантов. Кадыров никто, Ямадаев тоже самое, и Хамбиев, тем более Мага, тоже никто. Они там никакой погоды и не делали. Ни тогда и ни после. Так что это не ошибка Масхадова. Это ошибка, к примеру, Хамбиева, который мог бы стать героем чеченского народа, но стал сегодня на сторону мунафиков, стал предателем. То есть это его ошибка. Адам Лонградс, Маршал Анзор, наша самая большая проблема это отсутствие доверия к тем, кто представляет органы власти Чеченской Республики Ичкерия. Призови чеченцев провести выборы лидеров в Европе. Валлахи, брат, я тоже об этом думал. Была такая идея, чтобы раз и навсегда как бы закрыть этот вопрос. Потому что мы за 20 лет гоняем этот мяч. Эти фамилии, я сейчас их называть не буду, вот, обвиняют друг друга. И даже этот вопрос таким способом мы могли бы закрыть. Вот, как ты сказал, например, провести выборы. И как-то я был на конференции, ну, лет так 10-12 тому назад, и рядом сидела журналистка, она пакистанка, это в Дании было. Так вот, она мне так сказала, почему бы вам не провести выборы на лидера Чеченской Республики Ичкерия и провести эти выборы в Европе. Вот, был такой у нас разговор. Ну, в целом, да, вот, закрыли бы весь этот вопрос. Gameplay Best Moments. Анзор, я тебе в Инстаграме написал, посмотришь еще про один вопрос, очень интересуешь для хорошего, ну, я понял. Хорошо, я посмотрю. Как найти, Анджахар Дудаев, я твое сообщение читаю, как найти, что и так далее. Ну, я понял.
секунду. Путник в пути, вот именно пришло время всем быть откровенными. Поэтому я сейчас открыто говорю. Хотите, я вам фамилии назову? Я всегда боялся что-то вот так откровенно сейчас это на публику все говорить, но сейчас я уже начинаю это делать. Хватит, надоело. Надоело. Надо ставить точки. И сказать, кто есть кто вредит, кто действительно делает дело. Надо. Ламанхо 585. Как найти? С гамбургским не будет, гамбургским, понял, не будет примирения. Я тебе ясно сказал закрыть эту тему, но ты не услышал. Ламанхо, я тебе просто скажу, да, я просто вижу, кто есть кто. Я не говорю, что я самый лучший или там не хочу там ставить оценки кому-либо. Но я вижу, я смотрю на деятельность этих людей, плюсы и минусы. Я вижу только минусы. Кавказ. Именно Арцуев стал устраивать непонятные движения в адрес не только Анзора. Ну да, как бы намеком говоря, я это прекрасно все понимаю, имеется в виду, понял, что я якобы поддерживаю каких-то радикалов и так далее. В таком свете меня выставлять. Нет, почему я не радикальный человек? Да, я радикально настроенный против российской политики, но призывая к миру, призывая, чтобы не поддавались на провокации и так далее. Тумсо такое, Тумсо секое, там он выставлял сейчас буквально недавно запись из суда, шведского суда, а потом эту запись выставляет там на ЧГТРК. Вы что, вместе работаете? У меня такой вопрос возникает. В ЧГТРК или там российских СМИ говорят про Дагестан, там, про Удугова и так далее. Опять же появляется Арцуев, и он то же самое говорит. Вы что, вместе работаете? С оппозицией Халмаис есть вещи, которые можно говорить, и есть вещи, которые нужно говорить. Кавказ, Анзор, если уже говорить, то Арцуев четко тебя обвиняет в экстремизме. Пускай знает, что я недалеко живу. Экстремист Харионсон. Алмаз. Брат, так, ты пишешь, Анзор, я из Казахстана, очень сильно интересуюсь чеченско-русскими войнами.
Ну, я сразу подкорректирую, не было чеченско-русских войн, были русско-чеченские, российско-чеченские войны. Хотелось бы поехать в Чечню. Куда посоветуешь посетить в Чечне? То есть поехать, да? Я люблю горы, наши горы. Но там очень много красивых мест. Я даже не знаю, которая именно. У нас есть пустыни даже, реки, горы. Везде красиво. Везде красиво. Франц Кюнхакль. Анзор, кто сегодня, на твой взгляд, достоин быть лидером Ичкерии? Лидером Ичкерии? Это уже у народа надо спросить, не у меня. У меня может быть какое-то мнение, там, взять определенного человека, да, вот я его вижу лидером, например. Ну, надо прислушаться к мнению людей, что говорят люди, кого они хотят поддержать или кого они хотят видеть в качестве лидера Ичкерии. Это уже у народа надо спрашивать. Так, Руслан Чеченский. Опять Арцуев направлен с задачей «Разделяй Нохче и властвуй». КГБ и утка. Но я еще раз повторюсь, слишком много я говорю про него. Почему-то он использует те ярлыки, которые используют российские спецслужбы, средства массовой информации России, ваххабисты, Эмират Кавказ и так далее, радикалы и тому подобное. То есть полное разделение идет в общество. В то время, когда мы вот-вот работаем над тем, чтобы объединиться, чтобы стать вместе все-таки, наконец, хотя через 20 лет, а тут нет, запускает такие вещи, которые наоборот делят. Я не хочу ни с кем делиться, делить на какие-то группы, на какие-то отряды. Для меня все братья и сестры. Исам Мусаев, Анзор, Мишу Саакашвили освободит грузинский народ из тюрьмы. Ну, я вижу, что грузинский народ поддерживает Саакашвили, и я верю в это, освободит. Они его поддерживают. Вот буквально вчера я с грузинами общался, вот, тоже у них спрашивал насчет ситуации. И чувствуется вот эта поддержка, их поддержка Саакашвили. И я даже уверен, что он придет к власти. Абу Билал. Вот про это я и говорил. Меня поражают те люди, которые обвиняют Масхадова в выборе окружения, как будто Масхадов обладал даром видеть насквозь людей, на что они способны в будущем и так далее. Да, ну,
как-то уже надоели вот эти высказывания, вот там вина Масхадова, его ошибка Масхадова и так далее. А что, Масхадов знал, что сделает там Ханбиев, да, что он перейдет на ту сторону, или там кто-то еще другой. Он же не мог знать заранее. Такого дара у него не было. Поэтому пускай эти люди у себя ошибки ищут. Gameplay-based moments. Анзор, кто разделяет и создает смуту, их надо выявлять и разорвать контакт с такими людьми. Надо называть поименно. Хорошо, что сегодня как-то одновременно они стали снимать с себя маски. Кто-то там домой хочет поехать по приглашению Кадырова там. Кто-то здесь разделяет людей, разделяет, и нам надо просто называть этих людей. Адам Вон Грац. Надо выбирать лидера. Приоритетная задача, без решения которой не будет успеха. Опять же, это уже народ должен делать. Люди, которые, хотя бы вот скажем про тех, которые проживают здесь, в Европе, они должны об этом сказать. Они должны призывать, чтобы стать вокруг кого-то, или там, как ты написал, если, например, проведем выборы, да, чтобы эти выборы прошли, например. Это тоже можно сделать, как бы, чтобы закрыть этот вопрос, который мы поднимаем уже 20 лет. А так мы даем повод этим российским пропагандистам отыграть с этой ситуацией, с этой сложной ситуацией. Там Закаев, там Идигов, потом Сараляпов, и там крутят там и так далее. Натравливают друг на друга. Как-то надо решать вопрос, и с помощью этих людей, народа, можно этого и добиться. Захочешь ты или захочу я, так это не пойдет, конечно. И, конечно, и в самый важный момент нужно выходить из того страха, куда мы сами себя загнали. Вот. Надо выходить из этого. Выходить. А то опять же будем позволять делать то, что с нами сегодня делают. Эти публичные оскорбления, захваты родственников, которые проживают дома, давление на них. Надо выходить из этого страха. Исам Мусаев, Анзор, была стрельба в Норвегии. Скажи пару слов, ты там ближе, что произошло? Он датчанин, сам датчанин, гражданин Норвегии, вышел на охоту с луком и начал убивать людей. Кажется, там в магазине где-то так он стрелял из лука. Но это недалеко от меня, километров 50 примерно.
Вот. Ну, человека поймали, он 5 человек убил. Раб Аллаха. Анзор, как думаешь, если бы Басаев не пошел бы в Дагестан, враги не нашли бы другую причину, чтобы напасть на Ичкерию? Я имею в виду взрывы домов, которые их же спецслужбы подготовили. Тема Дагестана. Опять 25. Это не наша вина, то, что произошло в Дагестане. Это придумали в Кремле, и они это запланировали, и по их указанию все это произошло. Вот. Российские войска по-любому бы вторглись бы на территорию Чеченской Республики Ичкерия. Просто даже нужно вспомнить те высказывания, клятвы, когда их российские политики и генералы говорили еще в 1996 году, что они вернутся и отомстят чеченцам. То есть они готовили войну. А повод они нашли бы. Даже вот взрывы домов, которые провели свои же спецслужбы. Снова. Василий Долгтрев, вот именно, ставьте вы уже тему про Дагестан, про эти события 99-го года. Вина российских спецслужб Путина, Бориса Николаевича Ельцина, Степашина, там еще много фамилий. И сам Усаев, полагаешь, Брейвик номер 2 или последователь? Ну, скорее всего, я точно не могу сказать, потому что сама полиция тоже не говорит детали. Вот, то есть мотивы этих убийств. Поэтому особой информации не печатается еще, открыто не печатается. Сейчас, секунду. Брюс Ли. Валикум салам, брат. Видел только что, как Хасан Халитов общается с охранником собакой Кадырова. Но я твоего имени не знаю. Я этого Кадырова призывал, вызывал, давал даже какой-то период времени, там неделя, и Хамбиева, чтобы они говорили те вещи прямо в лицо. Я-то этого Кадырова знаю очень хорошо, на что он способен, что он сможет сделать. Поэтому я лишь скажу: Хасан, зря ты
обращайся к нему. Это такие предатели, лицемеры, которые будут прятаться за спинами других людей и там пустозвонить, строить из себя героя. Кадыров это никто. Ни на какую встречу он не придет, ни он, ни ему подобные. Они даже, когда я обратился, буквально недавно, когда вызвал его или и Хамбиева, просто взяли и проигнорировали. Ничего абсолютно не сказали про это. Нигде, нигде вообще никакого видео не было. А теперь полетел в Турцию, именно в то место, где собирается Наташа и так далее. Хорошо провести время там. И записывает видео. Я тут нахожусь, я никого найти не могу. Да если бы ты географию хорошо учил бы, вот, если бы у тебя хоть чуть-чуть мозги были бы, то мог бы найти место, где можно найти нас. Вот. Не скажу я. Брюслелечи дикарду дойшурду да мола. Лечь, еще раз, я прочитал твое сообщение, просто о нем больше не хочу и говорить. Тем более после его последних публикаций я уже понял, что он пытается сделать. Теперь все понятно. Кавказ топят Анзора и Тумсо. Я никому не позволю себя топить. И не надо мне там намеками в мой адрес что-то даже говорить. А то нехорошо будет. Суета. Рашта юбая. Так. Ор выше гор. Как ты относишься к антидудаевской оппозиции Автурханова, Кокиева, Лобазанова и так далее? Ну, то же самое. Они когда-то работали на российские спецслужбы, то есть с оккупантами, стали рядом с ними и делали все, чтобы началась Первая война. Даже вспомните 26 ноября, как они вторглись колоннами в город Грозный, тоже участник этих событий.
Вот. Те же самые предатели были. Валикум салам. Киев удачно ускользнул. Но он не ушел бы, и его просто отправили, как и других Гантемирова, Кокиева, ну и всех остальных. То есть даже не позволяет приблизиться. У них там были конфликты с Кадыровым, но Кадырова поддержала Россия, имеется в виду хозяин, хорошенько поддержал. Поэтому Гантемирову и Кокиеву пришлось уйти в сторонку. И сам Мусаев, поддержит ли Зеленский Саакашвили, но я надеюсь, что поддержит. Надеюсь. И мне кажется, что он поддержит Саакашвили. Должен поддержать. Должен, как ты пишешь, то, что он гражданин Украины. Вот. И надеюсь, мы с тобой вместе сможем поехать в Грузию. Иншаллах. Чечен Таймс, валейкум салам. Почему вы с Тумсо в одновременно ведете эфир? Эфир можно и потом посмотреть. Я просто анонс выставил. Сегодня появилось время. Я в последнее время очень занят, и я редко делаю эфиры. Поэтому у меня сегодня только получится. И в следующий раз, когда будет, я точно не могу сказать. Поэтому я выставил анонс и уже начал делать эфир. Ор выше гор, Анзор, расскажи о встрече твоего отца с Трошевым в 95-м году. Он отзывался о твоем отце очень хорошо и сказал, что для твоего отца понятие «советский офицер» было не пустым местом. Даже не то, что советский, не советский, а вот само слово «офицер». То есть у офицера любой армии как бы должна быть честь, достоинство, благородство. То есть в этом плане они знали его, Масхатова, что он держал слово, ну и так далее, то, что я сейчас перечислил. И мы со своей стороны, чеченская сторона, мы держали свое слово. Но этого не делали российские генералы. Российские генералы. А встреч с Трошевым были много встреч было. И в 95-м, и в 96-м годах во время переговоров. То есть шли переговоры, перемирие. Какое-то время, это несколько раз они провели переговоры, когда им это нужно было выгодно, российской стороне. Один раз, вот когда
проводились выборы в России. В то время им тоже нужно было показать мировому сообществу, вот чеченцы, они хотят остановить войну с чеченцами, российская сторона. Вот. То есть встреч было несколько. И сам Мусаев Анзор, что скажешь, была ли чеченская мафия в России? Ее в классическом понимании? Да нет, не было. Не было такой чеченской мафии. Мафия была местная, российская мафия в то время. Сейчас они просто играют с этими словами, это все приписывают, как они это умеют делать в России, лишь бы списать это на чеченцев. Да у них и сегодня эта мафия есть, которая правит Россией. То же самое было и до этого, в 90-х годах, да. Эти ваши нововведенные шаблоны про имя Всевышнего идет на защиту ваххабизма. Слушай, давай не будем про ваххабизм опять. 25. Цацволнах бали бой аш нутво ираспи умш юч. Так, твоя я, Анзор Ханбиев, расплакался и стал говорить, что он сын Ичкерии, а потом снова расплакался и стал поздравлять сына Романа, Ромика. Я его последнее видео видел. Ну, я действительно, честно вот скажу, вот я думал, вот человек заплачет, слезы пойдут. Он такой сел, начал отчитываться, говорит: Анзор, мои доспехи остались в лесу, я их там потерял, говорит Хамбиев Мага. Вот и говорит, что его доспехи там остались, и их можно там найти, как бы. Если хочешь, там их найди. Хамбиев Мага должен знать, что испокон веков наши прадеды, те, которые воевали против разных захватчиков, еще с тех времен у нас так и идет, что чеченцу нельзя бросать свои доспехи или оружие, просто бросать, оставлять их. И нельзя позволять, чтобы враг их захватил. Это считалось позором. То есть, получается, он сам себя сейчас позорит. Позорит. И, кстати, Хамбиев там еще не ответил насчет Дагестана, когда они же любят говорить и упрекать событиями в Дагестане 99-го года. Вот, мол, мы, чеченцы, вторглись, вот они так это говорят. Вторглись в Дагестан, дали повод русским, чтобы они начали войну. Они же так это преподносят. Тогда почему единорог помог тем людям, которые воевали в Дагестане, принимали участие в этих событиях, там помог боеприпасами, и не раз, и не раз. Поэтому пускай единорог внятно ответит
а потом я уже буду предъявлять факты. И да, почему я затронул эту тему, почему других как бы захватывают, арестовывают, избивают, убивают, сажают в тюрьму, даже забирают без какой-либо вины, вот, забирают без вины. А этот сидит рядом с Кадыровым, находится, является каким-то членом Единой России, является единорогом. Так что все еще ждем внятного ответа, Мага. Связи вал. Dit wordt omsnoen. Så gaat ik dit in zijn aan. Has soms гойтер нонкучва. И, кстати, да, Магомед, хотел бы тоже сказать на эту тему. У меня есть такая информация, что из-за твоих донесений и просьб начали давить на родственников, которые там критикуют Кадырова и так далее. Так что придет тот день, Мага Амбиев, когда мы поговорим насчет этого. Поговорим. Дивіться, Блейзера. Мухаммад Хасан Анзор Кадыров, предатель или шпион ФСБ? Ты про которого? Старшего, которого убили на стадионе под песню Тамары Дадашевой. Ты про него или про этого отпрыска? Тот был врагом чеченского народа. Этот, ну скажем, предатель, мунафик. Адам Вон Грац. Анзор, Путин привел Россию к гибели. Скоро начнется транзит власти, и кончится это тем, что Россия вынуждена будет сдать ядерное оружие. Наше единство в этот момент может стать губительным фактором. Поэтому, я тоже так считаю, что мы должны быть готовы к любым изменениям, которые нас ожидают. Вот. Когда изменится ситуация в России в нашу пользу, а также пользу российским гражданам, которые тоже являются заложниками путинской власти. Вот, когда все изменится, вот, к этому моменту мы должны быть готовы. Готовы мы должны быть как народ. Кто может изменить нашу ситуацию на нашей земле? Ни отдельной личности, ни отдельная группа людей нет. Только народ может изменить. Народ есть сила. Есть. Я тут прочитал сообщение удаленное. Ламонтова, кажется, ты удалил.
Я просто хочу от этого человека больше, чтобы этот человек не упоминал мое имя, имена моих родственников или вообще даже фамилию. Сегодня эти люди сняли маски. Я никого не трогал, никого не называл и не собираюсь называть про этих людей. И насчет того, там, ездить домой, не ездить домой и так далее. Да езжайте. Но просто не надо оскорблять других людей. Каждый имеет право поехать к себе домой. Езжайте тихо, молча. Асхал хайра, дейлах хайри, атаиш, дейлах хайри. Кыбол шумадацу, дейладацу. Шадик дейл карладейлах. Мухаммад Хасан, Анзор, если Путина или Кадырова будут свергать от должности, пойдешь ли ты на Чечню? Мухаммад Хасан, все будет по воле Аллаха, иншаллах, все произойдет, как и все изменится, иншаллах. И я буду находиться рядом со своим народом. Я был всегда. Я никогда ни от кого не прятался и сегодня не прячусь. Я всегда был доступен. Поэтому я буду рядом со своим народом. Ор выше гор. Анзор, расскажи, а были ли у Дудаева под ружьем русские? Так, были. Граждане Чеченской республики Ичкерия. Я даже могу сказать, в каких батальонах они были. Был первый городок, первый военный городок в городе Грозном, недалеко от драмтеатра. Там были, а также была воинская часть, ударно-штурмовая бригада на Бароновке. Это местечко в Грозном. И в этой части были. Вот. То есть с нами были и сами русские, граждане Чеченской республики Ичкерия. А также уже когда началась война, на нашу сторону перешли российские оккупанты. И они тоже воевали. Есть те, которые воевали против агрессора, тоже русские. Ман Чечен, у Тумсо эфир и у тебя, Анзор. Так и быть, буду здесь. Я тут редко. Вот. Ингушетия. Анзор, есть вопрос. Ты не планируешь некоторые важные видео добавлять с субтитрами на английском или других языках? Валай, брат, я с удовольствием сделал бы еще больше. Очень много идей, очень много планов, скажем так. Мне нужна от вас тоже помощь. Мне, да, неудобно как-то просить помощь, но стараюсь пробиваться сам, как бы так. Поэтому у меня просто даже времени не хватает
на другие языки переводить. Ладно, на английский я знаю тоже, но у меня просто времени не хватит. Может, вот, если бы определенный человек, например, взял бы на себя английский язык, что у него будет время заниматься переводом на английский язык, или же, скажем, графический дизайнер, да, кто может там фотографии делать для видео, тоже это занимает время. Таких людей тоже было бы хорошо найти. Иса Мусаев, Анзор, есть ли у нас территориальные вопросы к России, помимо оккупированной территории Ичкерии? Мы лишь вернем свои территории, где мы жили, вот, где живут, то есть оккупированную территорию, и уже вернемся к тем договорам, которые были подписаны, а все остальное — это дело техники. Хусейн Мальцагов, я не хочу говорить про власть, про быть первым человеком и так далее и тому подобное. Давид Голдберг, Анзор, ты Фархада знаешь? Нет. Фархад, который в Норвегии живет? Нет, я его лично так не знаю. Нет. Muhammad Technology Innovation. Анзор, как думаешь, были ли намерения русских перебежчиков искренними? Или они пытались выжить таким образом? Да, были и такие, которые пытались выжить таким образом, как бы они перешли на нашу сторону и даже добровольно приняли ислам. Было такое. Но среди них есть также и те, которые пошли до конца и отдали свои жизни, воюя против российского агрессора. Ор выше гор, Анзор, расскажи, как ты относишься к Имадаевым? Они же были на высоких постах в армии Ичкерии. Ну, так же, как и вы все. Предатель есть предатель. Если он перешел на сторону врага и помогал убивать чеченцев, он предатель, убийца. Ингушетия, насчет телеграм-канала, ну я понял, конечно, помню. И да. Но просто времени не хватает, а, конечно, все это надо, было бы хорошо, просто я не могу, я один пока с этим разбираюсь. Как то, так то. Анзор, будет ли в Ичкерии построен музей предательства? Ну, я не думаю, что будет какой-либо музей, потому что каждый чеченец — это музей. Ну, имеется в виду, они знают, кто есть кто. Вот народ знает, кто есть предатель, кто помогал российским оккупантам завоевывать наши земли, убивать чеченский народ.
То есть люди знают, люди знают. И эти списки вот в таком виде тоже есть. Хотя я знаю, что есть люди, которые работают с этим, со списками этих предателей. Кстати, да, твоя Анзор, митинги, замолви слово. Я был тут на нашем митинге, который прошел в Осло, в Норвегии. Вот. И мы сначала провели здесь, а также потом был митинг в Страсбурге. Да, я хотел туда поехать, у меня как-то не получилось с этим. Кое-какие причины были. Вот. И я хотел бы еще раз призвать, я и раньше на митинге так говорил, что пора нам вставать вместе, а не так отходить в сторону, говоря как бы «моя хата с краю». Вот. Сегодня побьют одного, завтра побьют другого, потом они захватят родственников другого человека, потом они вот так по кругу подойдут и к тебе. Это общая боль, общая боль. Все должны вместе вставать. И я хочу сказать тем людям, вот, которые приехали в Европу, я знаю, из-за чего они приехали, из-за российской агрессии, из-за войны, из-за прокремлевского режима, из-за их пыток, убийств, притеснений. Вот. И когда они приехали сюда, они называли это причиной, что вот из-за этого они приехали сюда. Но взяв уже документы, позитивы, они как бы отошли от этого. Но нельзя же так тоже. Нельзя. Я считаю, что наши отцы, деды, прадеды такого бы не сделали бы, не были бы в стороне, как мы сейчас, сегодня. И мы сами себя вот таким образом загнали в этот страх. Не 2, 3, 4, 5 человек должно быть тех, которые там выступают, говорят правду. Их должно быть сотни, сотни. Кича больше. Вот тогда бы они не применяли бы эти методы, которые они применяют сегодня дома. У меня тоже есть родственники, есть у кого-то, у других есть родственники, те, которые, я имею в виду, эти активисты, которые борются с этим режимом, с путинским режимом. Но мы готовы пойти до конца, потому что это мой долг, это мой долг. Но такой же долг должен быть у каждого чеченца. Потому что мы позволяем им, этим предателям, этим мунафикам совершать эти преступления. Это мы им позволяем. Или если кто-то действительно не может или не хочет, то хотя бы как-то, каким-то образом помогайте тем людям, которые стараются что-то сделать. Будьте их помощниками, там, как тут кто-то писал насчет перевода на английский язык, там, это тоже помощь.
И ну, я скажу на чеченском, я не ради своей выгоды как бы пытаюсь что-то делать, нет, потому что это мой долг. Так, твой отец знал казахский? ГГГ, вот какой-то ник. Твой отец знал казахский, я сам из Казахстана. Брат, ну, так чисто, чтобы знать, я не думаю. Именно в том возрасте. Вот. Мать чуть-чуть, да, может говорить на казахском. Помнит. Ламанхо 585. Анзор, есть отзывы на твой призыв к детям наших шахидов? Да, есть. Да, есть. Я таким образом обратился к ним, но я был рад, что некоторые отозвались, некоторые пока еще не отозвались. И еще раз я просто повторю, что я обращался к сыновьям наших героев, их у нас много, чтобы они связались со мной, а дальше я хотел бы с ними поговорить. А так есть люди, которые со мной уже связались, мы общаемся, мы на связи. Я, конечно, еще раз повторюсь, что я не хочу так как бы выделять вот именно сыновья наших героев, командиров и тогда миров, потому что вы все для меня одинаковые, и кто там хочет стать рядом, кто хочет там чем-то помочь, то ради Аллаха, то можете это сделать. Кавказ. Так, сейчас, секунду. Я зачитаю твое сообщение. Тут наверху. Так, есть еще одно. В точку, Анзор. Ман Чечен пишет. В точку, Анзор. Мы не имеем никакого морального права расслабиться и жить припеваючи. Всем нужно приложить усилия к деоккупации нашей Родины. Я всегда боюсь делать какие-то призывы. Я буду лишь призывать к миру, к единству, а не к каким-то действиям и так далее. Но все мы должны быть вместе, одинаково должны думать, строить наше будущее, приносить какую-то пользу, а не так говорить, это не мое, меня это не касается, я не хочу говорить про политику. Да тут сотни тысяч чеченцев из-за этой политики сюда приехали и получили позитивы, гражданство и так далее, из-за политики. Я просто не понимаю тех людей, которые как бы говорят вот так. Я не хочу говорить про политику. Ну, я именно про тех людей, которые где-то когда-то там принимали какое-то участие. Вот. Я про них говорю. Да, Кавказ. Твое сообщение хотел зачитать. Вот именно, Анзор, твоя семья угроза тебе, но ты в митингах участвуешь, канал ведешь. Это мое решение. Не такое, не принципиально, не такое, не в этом дело, а в том, что
Это мой долг. Я стараюсь делать все искренне, потому что из-за этого долга. А то, что да, на меня много раз делали давление через родственников и так далее, я даже несколько раз не трубил, что на меня оказывают такое давление. Да ну и что? Пускай делают, но меня этим не остановить. Сининца Илиш, Абиш. И я многократно говорил Кадыров, и тебе говорил, и Хамбиев, Даудов, кто ты там, и вот вам говорю, в лицо говорите эти вещи. В лицо. Пошли сейчас, захватили родственников Заремы. Как раз в начале этого эфира пытаетесь на женщину оказывать давление. Да вы что? Мунафик шмаем, что мунафик. Вехомш. Ман Чечен, так, Анзор, сделай отрезок и сделай отдельный ролик, пусть многие услышат призыв. Ну да, я и раньше говорил, это хорошо. Франц Кюнхакель насчет чудиков, осведомителей. Есть имена, я называть, конечно, не буду, откуда, где они, тоже не буду. Я буквально все знаю, их планы, где кто и так далее, но просто сейчас об этом говорить не буду. Александр Болотов. Анзор, скажите, пожалуйста, ваш отец был в советской армии в звании полковника или подполковника? Очень интересно. Нет, у него было звание полковник, а должность была у него генеральская. Даже когда он уходил из этой советской армии, когда эта советская армия начала убивать мирных жителей в Азербайджане, в Грузии, в Ингушетии, там, Ингушетия, Осетия война, и начали убивать в Литве, где мы проживали, то отец уволился из этой советской армии. И его, что я вспомнил, его сослуживец ему сказал: вот, Аслан, почему ты бросаешь армию, это же твое, почему ты уходишь, у тебя же вот-вот, у тебя генеральская должность, вот-вот генералы тебе дадут. Ну, отец рукой махнул, говорят, и сказал: я не хочу быть в той армии, которая убивает мирных жителей. И ушел оттуда. Руслан Чеченский. Анзор, сделай один ролик с призывом всем чеченским семьям в Европе на митинг. Ну, нужно определить дату, например. Эти митинги должны продолжаться. Есть польза с этих митингов. Да, я там слышал, что вот какая польза от этих митингов. Да если мы будем часто выходить, более массово выходить, то это реально сила. То мы можем что-то изменить здесь, даже в Европе. Поэтому нужно выходить. Нужно выходить на митинги, нужно встречаться.
выходить в публику уже, наконец показывать им, что мы будем бороться, напоминать, что мы есть. И поэтому те, которые могут или хотят, и могут появиться на публику, могут сделать такое решение, то я приглашаю таких людей к себе. Имеется в виду, давайте вместе все делать. Давайте. Gameplay Best Moments. Анзор, если украинские власти сдают чеченцев по запросу, так зачем на их стороне воюет батальон имени Джохара Дудаева? Потому что это их решение. Они, добровольцы, поехали и воюют против российских войск, оккупантов. Это они уже решают. Ну, конечно, было бы хорошо, если бы украинские власти не заигрывали бы с Россией, а четко вот определили границы, кто есть враг. Там же идет война, земли оккупированы. Чем больше они будут заигрывать с Россией, тем хуже для Украины. И я считаю, что было бы хорошо, если бы они этот батальон подняли бы, поддержали бы. И всех чеченцев, и не только чеченцев, там есть грузины, там есть и другие, которые пришли на помощь Украине. Надзор, включи донаты, пожалуйста, чтобы донаты с вопросами на экран высвечивались. Я не знаю систему донатов, что это такое, с чем это едят, как говорится. Я слышал, но как это работает, я даже не знаю, что это. Ман Чечен хотя бы как-то озвучил, Анзор, минимальную пользу помочь тем, кто что-то делает. Просто нужна солидарность, Барт. А некоторые вообще не причастны ни к чему полезному. Ну да, не причастны, и было бы хорошо, если бы таких людей, активистов, было бы больше. Там, чтобы вот грамотные люди собрались, открывали организации, вместе работали. Вот, потому что эти люди нужны. Мы должны быть готовы к новым изменениям. К этому надо готовить наш народ. И поэтому, да, это был мой призыв чеченцам. Нам реально нужна от вас помощь. Так, сейчас быстренько постараюсь.
Иман, ислам, халитов сила, да? Всевышний, Аллах сила. Ну да, я видел, как Халитов обращался там по телефону, позвонил и там потроллил, как говорится. Тот в шоке был на другой линии, не знал, что ответить, хотя он прекрасно понимал, кто звонит. Ну, ладно, Кадыров после моих призывов и вызовов не ответил, проигнорировал меня, оставил меня тут ждать. Но он имел большой шанс встретиться хотя бы с Халитовым в Турции. Я-то Кадырова очень хорошо знаю, просто я многие вещи не говорю. Но если они, может быть, даже потом скажу. Анзор, что скажешь про Идигова Ахьята? Я давно его не слышал, гений дзюдо. Иса Мусаев. Анзор, что первично? Вопросы хлеба и соли или вопрос долга и чести? Ведь без хлеба максимум месяц, а без долга и чести всю жизнь живут. Долг, честь — это первично. Да, я знаю, что хлеб, соль — это нужно кушать, но были времена, когда, к примеру, чеченцы даже стеснялись, не хотели показывать даже соседу, что у него есть какие-то проблемы, какие-то, или не ходил там, не просил ничего. Вот. Мы называем это «я». Ну, то же самое, что и честь. Для меня первично это долг и честь. Машаллах, как сильно, несущий мир, Машаллах, как сильно сказано в лицо. Скажи, Анзор, не бывает среди предателей, говорящих в лицо. Нету. Я даже, меня многие отговаривали, зачем, Анзор, не надо, не говори про них. Ты же лучше нас знаешь их. Даже называть их имена не надо. Вот. И поэтому я просто коротко сказал, поставил даже, дал одному неделю, другому 3 дня, что ли, дал, чтобы доказали свое мужество. А то строить из себя героя. Там Хамби вообще орел мага, без доспехов и мага. Вот. Что только он не ищет, чтобы оправдать свое предательство. Вот я был до конца с Масхадовым, говорит. Да не был он до конца с Масхадовым. До конца с Масхадовым были те, которые когда-то пытались его убить. Представляете?
Да, действительно, которые делали покушения, совершали покушения. Вот они были до конца с Масхадовым. Они Хамбиев. Хамбиев никакого участия во время Второй войны не делал. Вот. Его там где-то искали, там не могли найти. Вот покажите хотя бы мне хоть одно видео, где сидит Хамбиев на встрече с муджахидами, с командирами, с воинами нашими, с нашими героями. Нет такого видео. Вот. Но есть те видео сегодняшние, где он, не брезгуя ничем, вот так мерзко придумывает какие-то там небылицы, пытается оскорблять, унижаясь. Человек в таком возрасте, называя имена женщин, Хамбиев. Это предатель. Он до конца своей жизни будет знать, что он предатель. В душе он знает это. И народ это знает. Ладно, если я буду молчать, если там другой человек будет молчать, но люди-то знают, кто есть кто. Кто перешел на сторону российских оккупантов, кто работает на них. Кто стоит рядом с теми, которые унижают чеченский народ. Я про этого мунафика Кадырова говорю. Вот. И про тех, которые с ним рядом стоят. Это никто. У них нет ничего мужского. Все то, что они смогут сделать, там 300-500 тысяч долларов или $1 миллион, ну ладно, хоть 5 миллионов у них есть деньги, российские деньги. Они могут кого-то купить, послать этого человека, и чтобы этот человек пришел и сзади тебя ударил или выстрелил. Вот их мужество. Или же пойти там к родственникам, заставлять их что-то говорить, даже в самом таком мерзком тоне. Вот где их мужество. Так в лицо Кадыров, как хорошо я тебя знаю, Пихом. Давид Голдберг, Анзор, ты видел, что творится в российских тюрьмах? Там все население садисты, походу. Да, я видел, я слышал про это. Мы это прекрасно знаем, мы не забыли Чернокозова, ПАП-1, ПАП-2, вот, сколько их было, вот этих концлагерей, где применяли самые ужасные пытки простым гражданам, чеченским гражданам. Там не только чеченцы были. Вот. Так, сила правде. Анзор, как Путина не будет у власти, где нам найти Аслана, чтобы похоронить дома в Чечне? Аллах, Гячдуэльсун, Аллах, Ялсмане, Хаш, Уэлис, Исанбол, Вейвежри, Ижри, Архаттер, Нис, Садиня, Интервал. Молодец. Аминь, Аллах, аминь. Я сейчас этот момент пропущу, наверное. Я скажу другое. Я слышал, что его тело сожгли. Вот что я слышал. Да, его тело они не выдали. Запретили нам похоронить родным. И по моей информации, то, что я услышал, то, что я сейчас сказал.
Кавказ, Рамзан, Хамбиев, пустозвоны, понторезы. Вместо реальной встречи один поехал в Турцию, другой день рождения в слезах отмечает. И все на камеру. Да, я видел один, я уже сказал, куда он именно поехал. Да, поехал, стал вокруг своих там этих квадратных физиономий и опять начал строить из себя героя. Да ты, чудик, приедь сюда, сюда приедь, один приедь. Вот. Реальная встреча. Это не те люди, которые способны на встречу, на реальную встречу. Я, наверное, скоро уже буду заканчивать. Раб Аллаха, Анзора, что можешь сказать про Политковскую? Ну, я скажу как есть. Есть моменты, где я поддерживал Политковскую, есть моменты, где я не поддерживал Политковскую. Потому что, где я не поддерживал, скажу. Первое, это ясно. Она, вот, скажем, не в правильной форме отзывалась о героях чеченского народа, о тех людях, о тех воинах, которые противостояли российским оккупантам. То есть называя там боевиками, чуть ли не виновниками одного, другого, там, что только не приписывали им. То есть, но нигде не говорилось, что вот их вынудили стать воинами, и что этих молодых парней вынудили выйти воевать. Вот где правда. Если бы российские войска не зашли бы на территорию Чеченской Республики Ичкерия, то, ну, скажем, не было бы войны, столько жертв, и чеченцы не вышли бы воевать против российских оккупантов. Сама логика. Вот. Не надо обвинять наших героев. А так, то, что она сделала, и то, что делала, да, мы благодарны за это, конечно, и мы будем это говорить. Филипп, Филипп, друзь, много ли чести в отрезании голов безоружным? Никакой чести. Нельзя такого делать. Нельзя. Нельзя. Нельзя стрелять по мирным селам, скидывать с самолетов вакуумные бомбы, кассетные бомбы тоже нельзя. Какая разница, да, вот между этим преступлением и другим преступлением? Эти люди, я ничего не оправдываю, просто говорю как есть. Вы же не говорите то, что я сейчас говорю, правду. Вот представьте, какой-то командир отдает приказ, ну, сначала Путин, конечно, а потом уже командир отдает приказ обстрелять центр Грозного. Это, кстати, в октябре было, 99-го года. Прилетают ракеты «Земля-Земля» и взрывается над центральным рынком, где стоят простые мирные граждане моей республики. И убивает сотни людей. Это ракеты «Скад». Массовое преступление. Почему об этом не говорят? Самашки, Алды, Элистанжи. Много таких сел и городов. Убили около 300 тысяч мирных жителей Чеченской Республики Ичкерия. Среди них, как мы говорим сегодня, 42 тысячи детей. Это убили российские оккупанты.
об этом тоже надо говорить. И я буду в первую очередь говорить об этом, рассуждать вот это, напоминать это, а потом уже про те преступления, которые там кто-то совершил. Гений дзюдо, иншаллах, шалич будешь. Аминь. Раб Аллаха Анзор, а что думаешь о деятельности Инны и Андрея Курочкиных? Ну, я вижу их работу, уважаю этих людей и то, что они пытаются донести правду, говорить правду, и у меня с ними очень хорошие отношения. Но я был просто удивлен, когда они начали раскручивать тему с Арцуевым. Я уже выше об этом говорил. Вот. Человека, к которому мы относимся вот с сомнением. А так я в целом уважаю этих людей. Инну и Андрея. И сам Мусаев, я помню, ты и раньше говорил, так, у нас время идет. Анзор, скажи пару слов о российских киллерах в окружении Кадырова для ликвидации Кадырова. Но мы когда-то об этом говорили, и тут в эфире тоже, что у Кадырова есть свой день. Вот, может наступить и сегодня, может и завтра, может там через год, в любой момент. Вот как убрали его папашу на стадионе, вот так могут и убрать и этого. И он это прекрасно знает. И поэтому он проводит политику Путина. То есть угнетает народ, давит на народ, если надо, убивает. И все эти грязные методы, чтобы чеченцы всегда друг против друга враждовали, чтобы это не отошло, чтобы мы повязли в кровном месте. Вот что Путин хочет руками Кадырова. Вот. И вот эти российские киллеры, они действительно существуют, и они рядом с Кадыровым. Так что они могут сами его убрать по приказу Путина в любой момент. Чечен Анзор видел, как шейх Умар Абдул-Азиз затакфирил Кадырова, да, я видел, я в курсе этого. Тут про халифат пишут, но мы пока стараемся вернуть свои земли, вот, ну, делаем что-то. И верим, что будет деоккупация нашей родной земли. Так что нам бы сначала вернуть эти земли, построить свое государство, укрепить это государство, укрепить наше общество, собраться вместе. Вот о чем я думаю, например. Аж пока что-то глобальное я лезть не хочу и обсуждать тоже не хочу. Всему свое время, и все будет по воле Аллаха. Раб Аллах, Аллах, рейс масанаху. Так.
здравый смысл. Я помню этот случай в октябре, да, 21 октября. Это была мясорубка в прямом смысле. У меня есть эти видеозаписи, я просто не могу их выкладывать тут на ютубе. Там кровь, там страшная картина. Кавказ, Анзор, Джахара, мама передает салам, маршал, твоя семья. Делир, салам, маршал, Хыл. Кажется, пропустил это. Тут у нас один был, Джахар Дудаев, ник был. Насколько я понял, вот так, да? Аллах приветствую. Машу я ожила, а вот за отца им пасть порви. Я сделаю то, что в моих руках. Я не люблю, я не строю, не говорю, что я воин, там, я такой-то супер герой. Просто сделай то, что в моих руках. Вот. А так все будет хорошо, иншаллах. Олег Харумов, да, свой. Дела, да, И сам Усаев, Анзор, скажи дату следующего эфира, дай анонс, хотя хоть за 2 дня. Ой, сейчас у меня тут такие события, все в спешку. Вот если бы ты выходил бы на связь, то знал бы. Просто, ну потом поговорим. Кавказ, хорошо, сейчас я повторю до того, как мы уйдем. Коротко по тем моментам пройдусь. Дочитаю все сообщения, вопросы. Аллах Ресуль, Кавказ, Мегарду. Так, вот до того, как попрощаться, я просто напомню. Насчет митингов мы говорили, которые проводились в Европе, и мне еще раз хотелось бы сказать, призвать наших людей. Нельзя отпускать такой важный момент. Мы должны стоять на этих митингах, ходить на такие митинги. Мы должны убрать свой страх. Мы должны Аллаха бояться в первую очередь, а не этих мерзавцев, мунафиков. Вот. Чтобы люди выходили, проявляли свою активность, потому что вот мы сами потом пожалеем, если мы не будем, если мы вместе что-то не будем делать, копилку нашего народа. Вот. Я опять же повторюсь, я не призываю к каким-то действиям, каким-то боевым действиям, к революциям. Нет. Хотя бы на митинги выходите, покажите свое недовольство. Тем более после этих мерзких, оскорбительных для нашего народа выходок этих мунафиков. Выходите, говорите. И вот следующий момент, чтобы было больше активных людей. Мы должны проявлять эту активность. И сегодняшние вот такие активисты, будь это блогеры, чтобы они
чтобы они осторожничали с такими ярлыками, которые повесили на нас, на чеченцев, чтобы не вестись на их провокации. Мы все еще находимся под оккупацией. Враг воюет против нашего народа, против чеченцев. Вот. Нужно быть осторожными, знать цели, знать, что можно, что нельзя. И поэтому сегодня я выступил в адрес Арцуева, показал свою четкую позицию, что я не доверяю этому человеку, тем более после этих публикаций, хотя у меня еще кое-какие вещи были. И в следующий раз я буду говорить все открыто, все прямо. Ваяцар, лоузда ищац, лоузда и та ищац, андик, тырец. Надо вещи называть своими именами. Есть люди, которым я верю, есть люди, которым я не верю. Это мое личное право. Вот. И самый тоже важный момент, оттуда я и начал, я еще раз повторюсь, наша сестра Зарема, вы знаете, о ком я говорю, это жена Анзора, подло убитого кадыровцами в городе Вена. Вот. Чтобы те люди, которые живут в Вене, например, рядом, спрашивали у нее, показали готовность помочь ей, нужно ли что-нибудь или еще что-то. Я считаю, что ей там нужна помощь. Нужна помощь. Я слышал про угрозы кадыровцев в ее адрес, и буквально недавно захватывали ее родственников, пытаясь оказать давление на женщину, на Зарему. Вот. Поэтому нам надо помогать таким людям тоже. Вы вежри будешь, вы ежри будешь. Вот это ешtuется. Цундера Зарем, вежри бон, ежри бон да мула. Асхалма вера погена дуали маила. Allah etto buyur, Allah sobra buyur. Şahadek Allah karadu. Так, и через пару минут тоже пойдем. Просто у меня появилась возможность сейчас выйти в эфир. Вот, поэтому у меня так он спонтанно вышел. Элер Саламар Шалхуил. Аллах Рейсхуль Маслама. Я благодарю за все пожелания. А потом к нашим барашкам, как ты сказал, да? Кавказ, ты говорил. Аминь. Тут еще раз к ним, про них опять.
И чтобы вот буквально недавно, сейчас они там пытаются внедрить Ман Чечен. Так вот, сейчас Кадыровы и эти холопы Путина пытаются внедрить такие новые методы. Видите, что они делают? Ну, это я сейчас просто перечислять все это не буду. Все то, что было когда-то запрещено в нашем чеченском обществе, они вот именно теперь взялись за эти методы. Их оскорбления, их клевета и захваты давления на родственников. Вот сейчас они, как я сказал, родственников Заремы захватили, пытаясь оказать давление на женщину. Вот. Сказать этим Кадыровым, этим Хамбиевым, Даудовым, к этим, я не знаю, с чем их даже сравнить, степными петухами или степными зайцами или чем еще, кем еще. Я просто и зайцев, и петухов оскорблять не хочу. Шейтна шлюк, модердич, ца лево, что шейтна удацинц мунафик шлюк. Сейчас бы все вам рассказать, просто долго буду об этом говорить. Им прямо сказали, что вы там строите из себя героев, корчите из себя героев, там в Турции среди Наташ. Приедь, Кадыров, там Хасан Халитов тебя ждал, почему ты там не показался? Я знаю, что ты сюда не доберешься даже, до Норвегии не добрался бы, я имею в виду сам лично, потому что тебе там надо еще пересечь Украину или там другую, Финляндию, например. Вот. Там любой чеченец может тебя встретить даже. Серикар Урмору. Вот именно раб Аллаха. И Хамбиеву говорил, да, поэтому он чуть ли не плакал там на последнем видео. Но если вас где-то критикуют или там где-то выставляют факт, говорят что-то, вот ответьте по факту, почему вы лезете сразу там, к женщинам, к матери, оскорблять кого-то там, обзываться. Вы что, как вы себя ведете, мерзавцы, а? Шаляш. Хамбиева, что б ты ни говорил сейчас, что б ты ни делал сейчас, да ты хоть перевернись, ты есть предатель. Масхадов дал тебе такую должность, командир Национальной гвардии, чтобы ты строил гвардию, которая воевала бы против российских оккупантов, которые убивали чеченский народ. Ты был воином, не я себя воином не называл никогда. Что вы этим прикрываетесь? И ты не имел права сдаться. Предатель, предатель. Так.
Маршоя ожил тагоши, да, вин вол мостовой, цен цеях вахарвар, ол шума дукай, и хум цавах игал, да Путин свинал. Noch schwin молодец, Кадыров, noch шмацовиной, аск шмавиной. Игал цавах, я вахарвац. Ман Чечен сам Асхадов сделал из Хамбиева человека, но оказался малодушным Хамбиев. Ну вот именно. Почему-то он сбежал воином Цайца Хавири. Почему ты не был на войне, почему ты это не сделал, почему ты другое не сделал. Слушайте, чудики Кадырову и Хамбиеву, им говорю, Даудову и таким подобным чудикам. Я все видео, касающиеся этого, на этом канале выкладывал. Я вам рот закрыл вам рот. Имеется в виду, вам факты выложил, а вы сейчас ноете. Ищите оправдания этому мерзавцу Кадырову, мерзавцу Даудову, Хамбиеву и им подобным. Вы есть предатели и будете всегда для чеченского народа. Так. Ну что, пойдем? Так. Я не хочу про них уже говорить. А то я начинаю чуть кипеть из-за того, что они вот так мерзко себя ведут. Они не выдержали нашей атаки. Мы их истерику видели, как они там ныли, там успокаивали Кадырова, вокруг так собрались. Успокаивали его. Если надо, еще дадим. Кавказ. Анзор — это их любимое. Где ты был, почему отца бросил, маму бросил. Кстати, это тряпка или что это? Напомни мне фамилию, Кавказ. Даудов. Он там говорил, что я якобы не знаю, или там Хамбиев говорил, но без разницы, одно и то же. Говорил, что якобы я не знаю, где моя мать находится и так далее и тому подобное. Мать со мной рядом. Она здесь, она рядом со мной. Вот. А то, что я бросил отца, не бросил отца, это не их дело. Не перед этими мерзавцами я должен отчитываться. Вот. Это предатели, это мунафики. Я сделал все, что сказал мне мой президент. Как я говорил ранее в эфире, если он что-то возложил на меня, как провести какую-то работу, я эту работу сделал. И они это прекрасно знают. Они сейчас это нытье будут устраивать, лишь бы что-то сказать, больше ничего.
Поэтому у меня 0 реакции будет на этих чудиков. Мада и Ничкери, валикум салам. Я не знаю где, но я сейчас эти ссылки не знаю. Но я это видел на Фейсбуке. Адам Орство зато не сдался тем, кто его убил, алхамдулилlah. Но если ты встал на путь, то ты не должен сворачивать с этого пути. А если ты свернул с этого пути, то ты предатель, то ты лицемер. Кавказ. Я еще раз говорю, я лично, ну, просто мое мнение скажу, долго сейчас в эфире. Это, кажется, первый раз я столько долго. Но скоро пойдем, наверное. Так вот, я никогда не опускался на такой уровень оскорблений в адрес там, их родственников, или даже в их адрес я более какие-то корректные слова выбираю. Не хочу быть подобным этим существам, не хочу. Вот. И в основном отдаю в руки Аллаха. Аллах лучше знает, Аллах будет судить каждого за хорошее и тем более за плохое. Ну что, Кавказ, пойдем? Я сейчас тут вопрос насчет Мунаева и Абдурханова. Про Абдурханова я тут видео выкладывал, и Мунаева тоже, Ису Мунаева видео тоже выставлял, ну, короткое видео. Еще там где-то пару есть 2002 года. Ну, это герои нашего народа, герои чеченского народа. И, как мы знаем, Иса Мунаев был убит в Украине, то и он и герой украинского народа тоже. Кавказ, я-то могу долго сидеть с вами. И мне нравится ваше общение с вами. И поэтому мне нелегко останавливать эфир. Поэтому, когда скажешь, тогда пойдем. До утра всего 4 часа, нормально говорит.
Александр Болотов, есть история, как Авдорханов к Рамзану приходил. Было это? Нет, этого не было. Это просто басни Кадырова. Неправда, ничего там не было. Я лишь могу сказать про такие моменты, которые я знал непосредственно от людей, которые были с Авдорхановым. Они сегодня, несколько человек есть живы, у меня есть с ними связь, я с ними встречаюсь. У нас очень хорошие отношения, братские. Вот. И по их рассказам я знаю. Ахмад Авдорханов в то время телефоны Nokia, это в то время было с камерой. Он на камеру сделал сальто и обратился к Кадырову: ты можешь вот так? И добавил к этому, что раньше я был Аудал Ахмад, как бы безумный Ахмед, а теперь сумасшедший Ахмед, жди меня. Как бы так. И после этого он атаковал Кадыровых, его село. Рамзан Кадыров, этот пес, убежал в Гудермес. Герой. Кавказ. Анзор, пожалуйста, про Аслана Масхадова повтори, что с телом ты озвучил. Ну да, я во время этого эфира говорил, что у меня есть информация непосредственно, я даже не буду говорить страну, от людей, которые более знакомы с их методами, вот, с их группами, с их людьми. То есть я получил информацию, что тело Масхадова сожжено путинцами. Руслан Русланович, русским можно в эфир? Конечно, можно. У нас ничего против именно народов нету, будь русские, будь еще кто-либо, без разницы. Тут сидят адекватные люди. Которые желают мир во всем мире, всем народам. Алейкум салам. Анзор, ключи вопросы, повтори, завершим эфир. Ну да, вот видишь. Сейчас, секунду. Насадочно. Аллах рейсхан. Вот тут я пару раз видел вопрос, сколько было Аслану Масхадову, когда его убили. Вот. Алейкум салам, Иван Иванов. Сколько лет было нашему президенту Аслану Масхадову, когда он покинул этот мир, да примет Аллах его шагаду. Аминь, Аллах. Масиру. 53. 53. Аллах рейсху. У Анзора, так, сколько часов? У нас 22:48. 22:48. Ого. Так, я извиняюсь, если я где-то был как-то некорректен, может сказать, или в спешке что-то сказал, на эмоциях, если что сказал, я извиняюсь. Но бывает такое. Citizen of Ичкерия, алейкум салам, а мы вот уже собирались уходить.
Анзор, что ты скажешь про митинг, прошедший в Страсбурге 9 октября? Ну, мы тут, в Норвегии тоже проводили митинг. Я несколько раз затронул эту тему, мы уже хотели выходить, заканчивать с эфиром. Но я коротко скажу, что нам нужно выйти из этого страха, чтобы люди выходили, чтобы люди боролись за свои права, чтобы люди поддерживали тех, которые хотят единства, именно тех людей, которые хотят единства и стремятся к этому единству, а не тех, которые разделяют и делят людей. Вот. Мы должны работать вместе, выходить на митинги. Это наше общее дело, это наш общий долг. Мы Аллаха должны бояться, а не какого-то там пустозвона. Дон Кихот, Анзор, что бы они ни сделали с телом Аслана, цер цун дазедац, дацтер, алхамдулилlah, дер карадуша дига, цар хубди царха, что бы они ни говорили, что бы они ни сделали, они не смогут ничего изменить теперь. Человек, он, Аслан Масхадов, как и другие наши герои, братья и сестры, все наши лидеры, погиб на войне, не сломленный. Это были наши герои. Так, сейчас, секунду. Мы просто смотрим, ставим лайки. Анзор, завершаем. Да, сейчас завершаем. Я просто до конца дойду. Уже время. Сила правды, интервал, сам дацун. Мы не такие. Все нормально. Дейр кара душа дига. Таванаца. Гальчар халди, чтобы меча выдала. Без разницы, где бы мы ни находились, но мы должны держаться вместе. Держаться. Аминь, Аллах. Хорошо, братья и сестры, друзья, до новых встреч. Я благодарю всех еще раз. Иншаллах, скоро увидимся. Аллах резкую масана, так Аллах радух шадига. Все в руках Аллаха. Аллаху Акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. До свидания. Спасибо. Нашла.